والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. В этой книге Китабуль Джамия, в главе, предостерегающей от плохих нравственных качеств, хадис от Абу Дарда, ради Аллаху та'аля ан, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Инна Аллаха юбгидуль фахиш аль-бази». Поистине, Аллах ненавидит всякого распутного сквернословящего. Хадис, который передал Тирмизи, сказал, что это достоверный хадис. У него же, у Тирмизи сказано, приводится хадис от Ибн Масуда, рафа'аху, который возводится до пророка, алейхиссалату вассалам. «Лейса аль-му'мину бит-та'ан, валя ла'ан, валя аль-фахиши, валя аль-бази». Верующий не бывает та'аном, порочащим, не бывает много ла'ан, не бывает много проклинающим, не бывает фахиш, распутным, и не бывает аль-бази, то есть сквернословящим. Тирмизи сказал, что это хороший хадис, Аль-Хаким сказал, что он достоверный, Даркутни склонился к тому, что этот хадис маукуф. Маукуф, то есть, этот последний хадис, да, от Ибн Масуда, маукуф, то есть, тот, который доходит своей цепочкой передачи не до пророка, алейхиссалату вассалям, а только до сподвижника. То есть, это является словами сподвижника. Так, давайте разберем этот хадис. Этот хадис достоверный хадис. Шейх Аль-Альбани сказал, что он достоверный. Сказано: «Инна Аллах юбгидуль фахиш аль-бази». Поистине Аллах, Он ненавидит аль-фахиш аль-бази. Аль-фахиш. Аллах ненавидит, сказано. Ненавидит, то есть то, что противоположно любви. Аллах, субхану ва тааля, у него есть такой атрибут, как ненависть, сообразно величию Аллаха, субхану ва тааля. И это не сказано в каком-то переносном смысле. У Аллаха есть ненависть в прямом смысле этого слова, в буквальном смысле этого слова, в соответствии с его величием. Из ненависти Аллаха, субхану ва тааля, к чему-то или к кому-то вытекает что? Наказание. Нельзя трактовать атрибут Аллаха, субхану ва тааля, не в соответствии с его буквальным смыслом. Да, у Аллаха есть ненависть. Некоторые говорят, нет, у Аллаха нет таких понятий в отношении Аллаха, как ненависть или любовь, но есть награждение, это есть любовь, говорят они, а наказание, это есть ненависть. Мы скажем, по какому праву эта трактовка? Нет, у Аллаха, субхану ва тааля, есть этот атрибут. Так, Аллах ненавидит аль-фахиш. Фахиш. Кто это фахиш? Фахиш – это который совершает отвратительные, мерзкие деяния или произносит мерзкие слова. Хорошо? Мерзкие, отвратительные деяния, мерзкие, отвратительные слова. Человек, который сеет порчу на земле. Это фухш. Аллах, субхану тааля, ненавидит таких людей. В действиях понятно, человек действиями своими совершает какие-то отвратительные действия, наносит какой-то вред, зашел куда-то кому-то на ее территорию, истоптал там все специально, испортил, хорошо, или разные другие действия, которые являются действиями распутства. В словах это что? Это человек, который переходит все рамки, произносит отвратительные мерзкие слова, который кричит, повышает голос, разговаривает грубо и так далее. Это все входит в фухш, в мерзость, отвратительность в словах. Дальше сказано, что Аллах, субхану тааля, ненавидит аль-бази. Кто такой аль-бази? Бази – это тот, который допускает в своей речи преступление. Он приступает, когда разговаривает с людьми, хорошо? Он посягает на людей, приступает против них. В своей грубости, в тех словах, которые он использует скверные слова. Это все аль-бази. Аллах, субхану тааля, ненавидит таких людей. Какие выводы мы сделаем из этого хадиса? Вернее, из этой части, да, хадиса Тирмизи, который передан от кого? От Абу Дарда, ради Аллаху та'аля ан. Мы сделаем следующие выводы. Во-первых, подтверждение такого атрибута в отношении Аллаха, субхану тааля, как ненависть. И мы сказали с вами, что нельзя трактовать этот атрибут как что? Наказание, воздаяние и так далее. Почему? Потому что именно таков путь заблудших групп. Джахмия, Му'тазилиты и так далее. Что касается Аль-Сунна валь Джамаа, они принимают тексты об атрибутах Аллаха субхану в соответствии с их буквальным смыслом. Описываем Аллаха так, как описал его сам Аллах. Описал его посланник в своих хадисах. Те, которые говорят, нет, имеется в виду наказание, что мы им скажем? Ну, во-первых, по какому праву вы уводите текст от его очевидного значения? Не имеете права этого делать. Хорошо? Даже если
даже если то, что вы говорите, и вытекает из этого текста как следствие. Да, если Аллах ненавидит кого-то, то, конечно, что? Наказывает этого человека. Но это уже то, что вытекает, но это не буквальное, не очевидное значение. Итак, во-первых, вы приступили против этого хадиса. Почему? Потому что вы отвергли его очевидный смысл. Во-вторых, почему? Потому что вы исказили его текст. Дали ему какую-то другую трактовку. Хорошо, не имея на то права. Другой вид из этого хадиса предостерегает пророк, алейхиссалату вассалям, нас от фухша. Фухш. Мы сказали с вами, фухш это когда человек переходит вот эти вот рамки благопристойности в своих действиях и в своих речах. Аллах Субхану Тааля ненавидит это. Верующий человек, он должен быть какой? Верующий человек, он должен быть мягким. Он должен быть чистосердечным, иметь чистое, искреннее сердце. Его слова должны быть какие? Чистыми, благими. Вот это верующий человек. Дальше сказано, что Аллах Субхану Тааля ненавидит такое качество, как аль-базаа, аль-бази. Кто это бази? Мы сказали с вами, человек, который произносит скверные слова. Человек, который, когда говорит с другими, оскорбляет их, говорит неприятные вещи какие-то, грубит им, приступает против них. Его речи – это скверные речи. Это речи, которые обижают людей. Неприятно слушать такие слова. Сюда входят что? Разные скверные слова, и мат, и все прочее. Верующий не может быть такой. Верующий, он должен быть, как мы сказали, он должен быть добрым. Верующий должен быть сочувствующим, должен быть мягким, должен быть приятным для людей. Как часто жалуются люди, в том числе слышишь от неверующих, что они жалуются на некоторых мусульман. Потому что обхождение их с людьми, оно неприятное обхождение. Братья, иногда призыв действиями важнее, чем призыв словами. Хорошо? Как ты себя ведешь? Хорошо, мы не будем говорить сейчас про неверных. Скажем про тех людей, которые считают себя мусульманами, но которые не выполняют важнейшие предписания этой религии, такие как намаз, то есть те, которые далеки от соблюдения религии Аллаха Субхану Тааля. Их приближение к соблюдению религии Аллаха Субхану Тааля во многом зависит от того, как ведут себя религиозные люди. Ты должен быть приятен для людей в своем обхождении. Хорошо? Чтобы расположились сердца к тебе. Аллах ненавидит эти качества фухш, базаа. Всякие отвратительные действия, отвратительные слова, отталкивающие скверные слова. Из мирских качеств на самом деле. Это из качеств, братья, людей со слабым иманом. Дальше, вторая часть хадиса от Ибн Масуда сказано, что верующий не бывает та'ан. Кто такой та'ан? Та'ан это тот, который много произносит всяких бранных слов, порочит людей. Когда разговаривает с ними, разные слова произносят, порочащие их честь, порочащие их нравственный облик или порочащие их внешний облик. Хорошо? Произносят такие неприятные слова. Та'ан. Аллах Субхану ва Тааля ненавидит это качество. Верующий не может быть таким. Сказано ла'ан. Ла'ан тот, который проклинает много. Да бывает, человек один раз произнес проклятие, два раза проклятие. Но если человек без конца проклинает, чуть что, да будет он проклят, да будет ляна над ним, да будет проклят, да будет проклят. Хорошо? Аллах Субхану Тааля не любит подобное, не пристало верующему быть таким. Хорошо? И тут также сказано, что аль-фахиш аль-бази, не может быть фахишем, то есть не может совершать фухш, то, что мы говорили с вами, эти отвратительные слова и действия, и не может быть, что аль-бази, не может быть сквернословящим. Сказано, что Даркутнию склонялся к тому, что хадис маукуф. Хорошо? Ибн Хаджар говорит рафааху, то есть хадис, который рафа, то есть марфу. Что такое марфу? Марфу это хадис, который доходит своей цепочкой передачи до пророка, алейхиссалату вассалям. То есть это слова самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Маукуф это хадис, чья цепочка передачи доходит до сподвижников. Макту это хадис, чья цепочка передачи доходит до последователей сподвижников, табиинов. Вот эти вот качества марфу, макту, маукуф, эти качества хадиса касаются самого текста хадиса, то есть говорят о том, чей это текст, чьи слова, пророка, алейхиссалату вассалям, или слова сподвижника, или слова одного из табиинов.
есть еще термин мункатия. Мункатия, то есть прерванный, разорванный хадис. Вот это уже касается чего? Самой цепочки передачи. Если она разорвана, это называется мункаты. Хадис мункаты — это хадис что? Слабый хадис. Потому что нет одного из условий достоверности хадиса. Это что? Непрерывность цепочки передачи, иснада. Хорошо, хадис макту или хадис маукуф — это слабые хадисы? Нет. Сами по себе это не слабые хадисы. Хорошо, но просто мы не можем сказать, что это слова пророка, алейхиссалату вассалям. Что касается того, что это слово сподвижника, да, достоверно, что это слово сподвижника может быть. Или достоверно, что это слова одного из табиинов. Хорошо. Итак, Ибн Мас'уд передает, сказано рафагу, то есть возводится к пророку, алейхиссалату вассалям. Хорошо. Дархут не говорит, нет, это слова самого Ибн Мас'уда. Мы скажем, даже если это слова самого Ибн Мас'уда, это подтверждается другими хадисами. Хорошо. Во-первых. Во-вторых, о таких вещах Ибн Мас'уд не может говорить сам от себя. То есть, значит, это он узнал, когда получал знания от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, верующий не может быть та'ан. Мы сказали с вами, что такое та'ан. Та'ан тот, который порочит много людей. Хорошо? Порочит их. Порочит каким образом? Порочит либо за их происхождение. Говорит человеку, да ты такое, твое происхождение такое, семья твоя такая, и род твой такой. И так он одному говорит другому, он та'ан, порочит. Или порочит честь людей, или за внешний облик. Одному он порочит, что у него такой нос, другого порочит, что у него такой вес, третьего порочит, что у него такие волосы, четвертого еще за что-то порочит. Хорошо? Порочит за какие-то их деяния и так далее, и порочит постоянно. Мы скажем, что это не из качеств верующего человека. Ля'ан не может быть. Верующий не может быть ля'ан. Мы сказали, что такое, когда много проклинает. Тоже не может быть. Фахиш и бази, мы с вами говорили до этого. Верующий человек, братья, это не тот человек, как сказано в хадисе, от языка или от рук которого страдают люди. От языка твоего и от рук твоих не должны страдать люди. Сказано, верующий не может быть таким здесь. Означает ли это, что человек, который такой, что он неверный? Нет. Да, он может быть мусульманином, но это человек, который имеет слабую веру. Хорошо? Не обладающий совершенной верой. То есть хадис, братья, это очень строгое предостережение от пророка, алейхиссалату вассалям, от этих качеств. Хорошо? Строгое предостережение. Что мы скажем, большой ли это грех, то, о чем здесь сказано? Да, большой грех. Почему? Потому что сказано, что Аллах Субхану ва Тааля ненавидит это. Человек, который имеет совершенную веру, его вера обязательно будет его удерживать от вот этих вот предосудительных деяний. Будет удерживать его от отвратительных слов, удерживать его от отвратительных действий. Вот эти качества, которые описываются в этом хадисе, это качество людей со слабой верой. Хорошо? Это ахляк, это нравственность людей с очень низким уровнем имана. Это качество людей, которые не попробовали еще сладость имана. То есть, да, они приняли ислам, но иман, сладость имана еще не коснулась их сердца. Радость имана и свет имана не коснулся еще их сердец. Аллах Субхану ва Тааля ненавидит тех, которые делают это. Которые отвратительны и беспутны в своих словах. А сюда входит, что входит в беспутство слов? Это входит и ругань, сюда входит и мат, сюда входит и проклятие, сюда входит и ложь. Сколько людей, которые лгут, когда говорят. Сюда входит и обвинение кого-то в делах, в вещах, которые они не совершали. То есть все запрещенные слова. И аль-базаа, мы сказали, это все скверные слова входят сюда также. Также грубые в своих словах, это все аль-базаа. Верующий не может быть таким. Так же, как не может быть порочащим этот человек, порочащим людей в их чести, порочащим в их происхождении, в их деяниях и так далее. Человек, есть такие люди, которые постоянно всех критикуют. И критика, это не просто критика, это горькая критика, обижающая людей, ранящая их сердца. Цель этого человека, братья, кто-то скажет, ну, может быть, он такой искренний просто, он так желает блага, наставить хочет братьев. Нет. Хорошо. Цель этого человека не наставить своих братьев на истинный путь. Его цель именно скрыть и показать
недостатки этого человека и пороки этого человека, может быть верующий таким? Нет, не может быть верующий таким, и не должен быть таким. То же самое касается, что проклятий, когда проклинают и много бронят, и много ругают, и желают всякого зла. Что было с тобой так, и что было с тобой так, и так далее. Вот эти мерзкие качества, кто-то скажет, ну может от природы человек такой. Да, альхамдулилля, в ком-то нет, но другой от природы. Мы скажем, да, но ты потому и мусульманин, что ты не должен давать волю этим деяниям. А если человек со слабой верой, эти плохие качества, находясь в нем, они растут у него. Растут, приобретают большой масштаб. Почему? Да потому что он пренебрегает самовоспитанием. Он не воспитывает свой нафс. Он не очищает свой нафс, не контролирует свой нафс. Отпускает полностью что? Узду. И нафс потом несет его, куда он хочет. Душа, приказывающая зло, несет его туда, куда хочет. Подытожим и скажем, эти нравственные качества, братья, это не из нравственных качеств людей, чьи сердца освящены иманом. Чьи сердца осветил Аллах Субхану ва Тааля верой. Чьи качества, внутренний облик украсила таква, богобоязненность. Чье поведение исправило поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо? Тот, чье поведение исправлено ибада, поклонением Аллаху, служением Аллаху. Чей внутренний облик исправлено чем? Богобоязненностью. Хорошо? Тот, чье сердце освящено иманом от Аллаха Субхану ва Тааля, он не будет такое делать. Тот, чей язык воспитан зикром, поминанием Аллаха Субхану ва Тааля, тоже не будет так себя вести. Если его язык привык поминать Аллаха Субхану ва Тааля, неужели же он будет фахишем или будет бази, произносящим скверные слова, грубости и так далее. То есть это из очень низких нравственных качеств. Из качеств нечестивцев, из качеств лицемеров. И мы просим Аллаха Субхану ва Тааля избавления от подобных качеств. И просим Аллаха Субхану ва Тааля благополучия в этом мире и в вечном мире. И на этом мы заканчиваем сегодняшний урок. Саллаллаху салям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббил алямин. Ва джазакум Аллаху хайр.